Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Расскажем коротко о самых главных темах сегодняшнего дня. Состоялась встреча Бадры Гунба с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым, который прибыл в Сухум с рабочим визитом. В Сухуме в честь Дня России прошли праздничные мероприятия. В Сухуме на площадке АГУ торжественно открылся Дом знаний – новое современное пространство, созданное совместно с Российским обществом знания. Бадра Гунба поздравил Владимира Путина с Днем России, который отмечается 12 июня. Особое значение нынешнему празднику придает то, что текущий год объявлен Годом единства народов России. Это является ярким примером приверженности Российской Федерации идеалам межнационального согласия, взаимного уважения и сплоченности народов, которые веками составляли основу силы и устойчивости российского государства, говорится в частности в поздравлении. Бадра Гунба отметил, что абхазо-российские отношения, основанные на принципах дружбы, союзничества и взаимного доверия, имеют для республики особое значение. Народ Абхазии высоко ценит неизменную поддержку Российской Федерации, оказываемую нашей республике, и с чувством глубокой благодарности относится к братскому многонациональному народу России. Абхазия неизменно поддерживает Россию в ее стремлении к обеспечению справедливого миропорядка, безопасности и стабильности. Уверен, что союзнические отношения между нашими государствами впредь будут укрепляться во благо народов Абхазии и России, подчеркнул Бадра Гунба. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России. Высоко ценим многолетнее партнерство между нашими государствами, основанное на взаимном уважении, доверии и общих интересах. Уверен, что наши стратегические отношения будут и впредь развиваться на благо народов Абхазии и России, говорится в поздравлении. Спикер Лаша Ашуба от имени парламента Республики Абхазия поздравил руководителей палат Федерального собрания Российской Федерации с Днем России. Лаша Ашуба отметил, что Народное собрание Абхазии высоко ценит поддержку Совфеда России в укреплении абхазо-российского сотрудничества и стремлении к совместному решению актуальных вопросов. Спикер парламента также направил поздравительное письмо послу России в Абхазии Михаилу Шургалину. Торжественный прием по случаю празднования Дня России прошел в посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия. Прием посетили президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности и религиозных конфессий, журналисты. Уверен, что российско-абхазские межгосударственные отношения, начало которым было положено 26 августа 2008 года, будут и далее укрепляться и развиваться. За все годы, прошедшие с той памятной датой, мы вместе доказали, что взаимовыгодное российско-абхазское взаимодействие укрепляет основу сложившихся в Закавказском регионе новых геополитических реалий, обеспечивает сохранение мира и стабильности. В этот праздничный день хочу особо подчеркнуть нашу признательность абхазским добровольцам, которые, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами, которых поддерживает пресловутый коллективный Запад. С тех пор давление на нас усилилось. На протяжении последних нескольких лет наши противники, отбросив маски, ведут масштабную войну, в том числе гибридную. Теперь уже открыто заявляя о своем стремлении нанести России, а значит и Абхазии, стратегическое поражение. Вместе с вами мы делаем все для нашей победы в проведении специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожских областей. Вместе мы победим. Примите искренние поздравления по случаю государственного праздника Дня России. Этот день символизирует силу, единство и многовековую историю великой страны, объединяющей народы на основе общих ценностей, уважения к традициям и ответственности за будущее.
Абхазию и Россию связывает не просто добрососедство, а стратегический союз, основанный на доверии, взаимной поддержке и общей истории. Для народа Абхазии Россия была и остается надежным другом и главным союзником. Мы высоко ценим последовательную поддержку Российской Федерации, направленную на обеспечение безопасности, экономического развития, социальной сферы и укрепления межгосударственных отношений. Поддержка в развитии государственного суверенитета нашей республики. Особые слова признательности хотел бы адресовать президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Благодаря его неизменному вниманию и поддержке отношения между Абхазией и Россией продолжают укрепляться и развиваться по всем направлениям. Мы искренне ценим поддержку, которую Россия оказывает Республике Абхазия. Уверен, что наши союзнические отношения и впредь будут служить интересам народов Абхазии и России. От всей души желаю Российской Федерации, ее многонациональному народу мира, благополучия и процветания. Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров прибыл в Сухум. В Сухумском международном аэропорту его встретил премьер-министр Абхазии Владимир Делба. В рамках визита Андрей Назаров проинспектировал ход реконструкции части набережной Диаскура в Сухуме, восстановлением которой занимается башкирская сторона. Более километра составляет участок набережной, который реконструируется Башкортостаном. Участок будет поделен на зоны – солнечный променад, тенистый променад и велодорожку. Глава правительства Башкортостана Андрей Назаров подчеркнул стратегическую и историческую важность масштабного проекта для абхазской столицы. Проект сочетает в себе эстетическую красоту и высокую функциональность. Особое внимание в ходе работы уделяется археологическим находкам на объекте, которые только подогревают интерес специалистов и подчеркивают историческую ценность этого места. Правильное выражение: всем миром мы делаем эту набережную и будем ею гордиться. И для того, чтобы наши потомки, в общем-то, понимали, что мы здесь, в общем, дружной такой одной семьей жили, работали и созидали. Ну и, в общем-то, и для нас это такая гордость, что вот можем применить определенные архитектурные решения, которые основаны на исторических каких-то данных, вот, а в то же время уже новые технологии, новые подходы в архитектуре, в дизайне. Мы, конечно, с удовольствием это здесь применяем. Уверен, что это будет одна из лучших набережных в мире. Спасибо всем за это. Реконструкция столичной набережной является стратегически важным проектом, за ходом которой ведется строгий совместный контроль. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба по итогам инспекции объекта совместно с башкирской делегацией. Не первый раз уже приезжает с инспекцией, и каждый раз очень трепетно и по-особенному относится к каждому нюансу того участка, который ведет Башкортостан. И сегодня это тот случай, когда мы в очередной раз вместе смотрим, что делают строители, как входят ли они в установленный график. Только что было сказано, что все основные работы будут завершены в срок. Конечно, есть особенности, есть нюансы, в том числе и надо, безусловно, признать и погодные условия, которые нам не позволяли своевременно, начинать. Сроки работ были скорректированы из-за переноса подземных коммуникаций, что позволило сохранить ценные многолетние деревья. Проект по реконструкции набережной Сухума реализуют при поддержке Краснодарского края, Татарстана, Башкортостана, международного аэропорта Сухум и абхазских предпринимателей. Милана Агарба, Налач Хинджерия, Ахра Амичба и Налва Сурия, абхазское телевидение. Премьер-министра Башкортостана Андрея Назарова принял президент Абхазии Бадре Гунба. Дорогой Андрей Геннадьевич, рад вас приветствовать с праздником, с Днем России. Пожелать Республике Башкортостан, всей России огромных успехов, благополучия народу. Для нас сохранение и приумножение отношений с Россией – это очень важное направление. Братские отношения, которые выстраивались веками.
являются показателем того, насколько мы близки. И, конечно же, хотим, чтобы Россия уверенно шла вперед. И, конечно же, когда все хорошо в Российской Федерации, это не может не отразиться и на ее союзников, коими мы являемся. Конечно же, я хотел бы поблагодарить вас лично, Андрей Геннадьевич. Хотел бы поблагодарить Геннадия Фаридовича за ту поддержку, которую вы оказываете нашей республике. Основную часть нашей набережной взяла на себя по реконструкции именно Республика Башкортостан. Мы высоко ценим вашу поддержку. Безусловно, все это выстраивается прежде всего на личных взаимоотношениях. Народ Абхазии высоко ценит ваши отношения. Вы, как президент дружественной нам страны, много делаете для того, чтобы отношения между Российской Федерацией, Абхазией, между Башкортостаном и Абхазией развивались в позитивном ключе, увеличился внешний торгово-экономический оборот, и мы видим, что и тут идет ситуация по нарастающей, очень хорошая положительная динамика. И, наверное, это во многом благодаря, скажем так, той позиции, которую вы занимаете как лидер, как президент Абхазии, как лидер вашей управленческой команды. Мы со своей стороны тоже такую установку видим со стороны президента России Владимира Путина, что дружественные страны должны получать максимальную поддержку со стороны Российской Федерации и регионов. И Сергей Владимирович Кириенко, в общем-то, тоже поддержал эту идею, что Башкортостан должен быть одним из тех регионов, которые сделают сейчас свой, так скажем, исторический вклад в реконструкцию набережной в Сухуми. Здесь в данном случае для нас это большая честь, что мы оставим свой след в истории развития наших отношений, братских. Отдел дознания УВД по городу Сухум проводит доследственную проверку по обращению гражданки Российской Федерации о конфликте, имевшем место на набережной Диаскуров. В ходе проверки установлено, что 4 июня текущего года примерно в 17 часов в городе Сухум заявительница находилась на набережной Диаскуров, где осуществляла контроль за качеством работ по укладке камня, сообщили Обснапресс в МВД. К указанному месту подошел житель города Сухум 1987 года рождения и начал вести себя вызывающе, оскорбляя и выражаясь нецензурной бранью в адрес одного из рабочих, после чего гражданка попросила работника переместиться на другой участок. После этого мужчина приблизился непосредственно к заявительнице и в ходе словесного конфликта применил физическое насилие, а также бросил в женщину камень, отмечается в сообщении. Заявительница обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана первичная помощь и диагностированы травмы в виде ссадины и гематомы подбородка, а также ушибов и гематом мягких тканей. Президент Абхазии Бадра Гунба накануне был проинформирован об инциденте, имевшем место между жителем Сухума и представительницей Башкортостана, направленной в республику для участия в реконструкции набережной. Глава государства дал соответствующие поручения правоохранительным органам незамедлительно разобраться в случившемся и принять все необходимые меры. Об этом президент сообщил на встрече с премьер-министром Башкортостана Андреем Назаровым. На встречу также были приглашены министр внутренних дел и начальник УВД города Сухум, которые проинформировали о предпринимаемых мерах по расследованию инцидента. Вчера был проинформирован о том, что произошел инцидент с участием жителя города Сухум и человека, который был направлен сюда в качестве сотрудника для реализации реконструкции набережной города Сухум, представительницы Башкортостана. Все неправомерные действия любого гражданина, невзирая на его национальность, гражданскую принадлежность, должны быть пресечены. В этом плане вчера мною были даны поручения Министерству внутренних дел разобраться и наказать виновного в данном инциденте. Мы со своей стороны, наоборот, хотим быть благодарными и сказать слова благодарности нашим друзьям, которые показывают нам братскую помощь.
И здесь мы со своей стороны, как ответственные руководители, чиновники, граждане нашей страны, мы только с сожалением можем отметить этот инцидент и заверить в том, что все необходимые меры будут предприняты для наказания виновных в данном инциденте. Спасибо, Артур. На самом деле, инцидент такого рода мог, конечно, случиться в любом месте, в любой стране. Это, в общем-то, такая бытовая ситуация. Тем не менее, понятно, так как это случилось все-таки здесь, в Сухум, когда у нас наши строители работают по реконструкции набережной, конечно, это является таким настораживающим фактором. И руководство и страны, и руководство Башкортостана, в общем, озабочено этим. И важно, что вот вы, как президент Абхазии, в общем, сразу среагировали, поручения дали. У нас есть уверенность, что виновные будут наказаны, что принесены извинения, значит, нашей женщине-строительнице, которая вот оказалась, в общем-то, потерпевшей в этой ситуации. И мы с своей стороны видим, что это как раз то, как и должно дружественно нам страна реагировать. Поэтому спасибо большое за такую позицию. Мы продолжаем работать. Уверен, что избежим каких-то подобных ситуаций в будущем. И, в общем, закончим реконструкцию набережной и будем сотрудничать и впредь. Председателя Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА Тимура Гулия добавили в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец». Эта информация подтверждается данными ресурса, которые были изучены ТАСС. На данном сайте представлены его личные данные и перечень обвинений. Среди них покушение на территориальную целостность Украины, поддержка России, а также пропаганда войны. Сайт «Миротворец» признан экстремистским, был основан в 2014 году. Он содержит незаконно собранную базу данных о личностях, включая журналистов, артистов и политиков. Этих людей объединяет посещение Крыма, Донбасса или другие действия, которые вызвали негативную реакцию у создателей ресурса. Для меня эта новость была неудивительным, потому как в 2022 году, когда было принято решение о начале специальной военной операции, уже 26 февраля наша организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА сделали заявление, где мы говорим о том, что поддерживаем решение высшего политического руководства России о начале специальной военной операции. Но мы также участвовали на различных мероприятиях касательно поддержки СВО, на митинге общенародном в Абхазии, который проводилось, если не ошибаюсь, 12 апреля того же года, 22 года, где мы высказали тоже свое отношение к этому. В ходе СВО мы неоднократно делали акции такие гуманитарного характера, без таких особых рекламных акций. Сделали. И, то есть это не сегодня о нас известно. И, кстати говоря, сотни наших граждан Абхазии в этом же списке, где и я. Но они обратили на меня особое внимание, потому как я являюсь председателем ветеранской организации и ездил в Донецк повидаться с нашими бойцами, которые воюют. И поэтому я не удивлен. Для ультранационалистов в Украине я экстремист, для грузин я сепаратист, так что ничего страшного в этом не вижу и никакой тут сенсации нет. Сотрудники СГБ Абхазии во взаимодействии с ФСБ России перекрыли крупный канал поставки метадона в республику, сообщает пресс-служба СГБ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовые ведомства пресекли канал снабжения на стадии его организации. Наркотики планировали завозить из Российской Федерации для последующего сбыта в Абхазии через так называемые тайные закладки. В результате спецоперации изъято наркотическое вещество метадон, расфасованное в 500 подготовленных
к реализации изолированных свертков. Партия классифицируется как особо крупный размер. Установлены личности организаторов канала. Ими оказались выходцы из стран Средней Азии. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. В Сухуми на площадке АГУ торжественно открылся Дом знаний. Новое современное пространство, созданное совместно с Российским обществом знания. Главным событием дня стала встреча с известным актером Егором Бероевым, звездой любимого в Абхазии фильма «Спасибо деду за победу». Известный артист выступил в роли первого лектора и в формате живого диалога ответил на вопросы студентов и приглашенных гостей. Ирена Богателя расскажет детали. День России в Абхазии ознаменовался не только праздничными мероприятиями, но и важным событием для сферы образования. На площадке Абхазского государственного университета прошло торжественное открытие Дома знаний. Открыл мероприятие ректор АГУ Олег Гварамия. Приветствуя гостей, он подчеркнул, что учиться и открывать для себя новое можно и нужно в любом возрасте. Создание этой уникальной образовательной площадки стало возможным благодаря тесному творческому и научно-практическому союзу Российского общества знания и АГУ. Открытие Дома знаний этой площадки, которая здесь в университете является той ценной основой, тем высокотехнологичным опорным элементом для того, чтобы наши студенты, ведь это именно для вас сегодня здесь, будет той площадкой, где ваши идеи, ваши смелые решения, какие-то дерзкие направления уже будут вершиться здесь. С Российским обществом знания мы сотрудничаем с 2025 года. За это время мы провели ряд совместных мероприятий. Учащиеся наших школ принимали активное участие в марафоне «Знания первые». Наши молодые ученые принимали участие в марафоне «Знания наука». Не так давно мы чествовали победителей конкурса «Знания лектор». Они сегодня ведут просветительскую работу среди учащихся общеобразовательных школ нашей страны. Важным этапом встречи стало подписание официального соглашения между Министерством культуры Республики и Российским обществом знания. Участники церемонии подчеркнули, что документ не останется на бумаге. Это живая рабочая платформа, на которой Россия и Абхазия будут выстраивать долгосрочные проекты. Носилось, наверное, самой судьбой было предрешено, что это будет открыто именно вот в этот день, в этот праздник. Это можно ознаменовать еще дополнительно, когда две страны делают еще один совместный шаг навстречу друг другу, стирая границы молодежного пространства, образовательного пространства, культурного пространства, пространства знаний. Открытие Дома знаний в Республике Абхазия на базе Абхазского государственного университета – это не просто какая-то формальность, это не просто открытие некой площадки, это то, что даст нам всем, в первую очередь нашим дорогим студентам, нашей молодежи, возможность познать очень интересные новые вещи, очень с технологической новой стороны. Особым гостем и первым официальным лектором Дома знаний стал известный российский актер Егор Бероев. Прямо во время встречи артиста ждал приятный сюрприз. Представители дирекции Всемирного фестиваля молодежи официально пригласили его на масштабный форум в Екатеринбурге. Встреча прошла в формате живого диалога. Вопросы активно задавали представители организации «Молодая Абхазия», которых интересовали секреты актерского мастерства. Впрочем, дискуссия увлекла и старшее поколение. Сам актер признался, что восхищен энергетикой публики и отметил колоссальный потенциал новой площадки. Меня приняли очень круто, я не ожидал. Меня помнят и знают, и любят здесь, и спрашивают, и как бы некоторых я просто даже узнаю, и есть много друзей. Но я давно уже не был, но не ожидал, что вот настолько это будет тепло и искренне. Интерактивные экраны, профессиональные студии для записи видео и лекционные зоны в распоряжении посетителей площадки. Здесь будут проводить просветительские марафоны, мастер-классы, исторические и научные лекции для школьников, студентов и всех желающих. Ирена Богателя, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение.
В честь Дня России представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с представительством дирекции Всемирного фестиваля молодежи организовало праздничную программу. Подробности в репортаже Дамия Акшба. 12 июня Россия отмечает День Российской Федерации – главный государственный праздник, символизирующий единство страны. Праздничные мероприятия по случаю этой даты прошли и в столице Абхазии. На набережной Махаджиров для жителей и гостей города была организованная праздничная программа. Организаторы раздавали всем желающим ленты в цветах российского флага, создавая атмосферу праздника. Лента триколора – это символ праздника, символ единства. И сегодня мы видим, что туристы, местные жители очень активно участвуют в акции. Берут ленты, крепят себе непосредственно с левой стороны, ближе к сердцу. Для нас это очень важно. Для нас это значит, что народ Абхазии с нами вместе, в единстве, нас поддерживает. Это все очень взаимно, и такие акции действительно укрепляют эту дружбу. Здесь также была развернутая тематическая выставка. Живописные картины демонстрировали красоты и богатую природу Великой России. Выставка посвящена различным местам, которая призвана показать все многообразие нашей страны. Она здесь, как вы видите, она не связана с людьми, с народами, хотя у нас год единства. Мы представили выставку, в которой демонстрируются красоты нашей страны, чтобы все и жители Республики Абхазия, и гости, которые все больше и больше приезжают в республику в связи с началом курортного сезона, могли посмотреть, ознакомиться. Жители Сухума и туристы с удовольствием присоединились к праздничной акции. Подобные мероприятия создают особую атмосферу единства и хорошего настроения. Получив ленты российского триколора, участники акции охотно общались, фотографировались и делились своими впечатлениями, отмечая важность таких праздничных событий для укрепления дружеских связей между народами. Эмоции, конечно, хорошие, очень впечатлительные. С учетом того, что мы у вас первый раз здесь в городе, вообще в Абхазии первый раз, конечно, очень много интересного, нового что-то узнать. Есть что посмотреть, достопримечательностей у вас очень много. Ну и, соответственно, встретить наш праздник. Мы тоже Россия, с России приехали, с Великого Новгорода. Очень приятно, конечно, что поздравляю даже нас здесь. Поздравляю всех наших российских жителей, которые находятся в данный момент в столице Абхазии, с нашим великим праздником. Праздником нашей страны. Очень бы хотелось, чтобы в нашей стране был мир, конечно же, постоянно, потому что Россия самая большая, огромная страна, в моем понимании, которая всегда выступает за мир. В самой России 12 июня является официальным выходным днем. По всей стране проходят праздничные концерты, народные гуляния, патриотические акции и культурные мероприятия. Тысячи людей выходят на улицы городов, чтобы вместе отметить этот праздник. Дамий Акшба, Нала Чхинджери, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни 13 и 14 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. В воскресенье местами возможен дождь. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25 градусов тепла. Температура морской воды плюс 21 градус. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.